У избирателей не должно остаться сомнений в том, что техника может как-то повлиять на их выбор. К этому регион и призвал ЦИК России. В Коми ожидается поступление 38 комплексов на языке избиркома КАИБов. Все они на мартовских выборах, как решено, будут направлены в Эжвинский район. Таким образом, абсолютное большинство тамошних участников, 19 из 24, будут обрабатывать информацию с бюллетеней в режиме реального времени, что в свою очередь ускорит публикацию результатов. ЦИК просит обращать внимание для соблюдения честности на количество составляющих аппаратов для волеизъявления и их исправность. Это техника, которая не дает возможность на самом деле, если не применять лом, изменить результаты голосования с ее применением. 2 КАИБа – это комплект один неразрывный. 2 КАИБа должны стоять рядом в любом помещении участковой избирательной комиссии. Маленькая это комиссия или большая. 2 КАИБа – это один комплекс, и они работают совместно. И если стоит только один аппарат, это значит, что что-то здесь не так. Это основание для того, чтобы задуматься. Мы, конечно, можем заменить КАИБы в ходе голосования на ящики для голосования обычные, если они вышли из строя и комиссия принимает участковое коллегиальное решение, если невозможно их отремонтировать. Но у нас, по сути дела, все участковые избирательные комиссии, там, где стоят КАИБы, гарантируют, что они будут обеспечены резервным источником питания. Глава Центра избиркома посчитала важным также заверить, что выбор участков, где будет применено инновационное голосование, исходил чисто из рациональных соображений. Органы государственной власти никак не повлияли на эту ситуацию. Та схема, тот принцип, который мы разработали, наши коллеги, который был предложен регионам, они с ним согласились, как на начальном этапе, когда мы принимали эту концепцию, она как действовала, так и действует. Основные, вот наши пожелания, мы даем возможность всем регионам, где КАИБы, значит, максимально, извините, не знаю, насколько это сочетается, максимально оптимально, ну, наверное, не хорошее сочетание, но оно четкое, их расставить, исходя из концентрации избирателей, количества избирателей, чтобы вот действительно поток был максимален. В Воркуте на мартовских выборах будет применено ставшее для муниципалитета уже традиционным электронное голосование. Исключение сделают только для отдаленных участков и временных пунктов. Там воркутенцы будут опускать бюллетени по старинке в урны.